Продолжаем учить карельский язык. Людиковское наречие карельского языка, кандапурский говор. В рамках данного краткого разговорного курса «Сану Людикш». Скажи по-людиковски. К видео рекомендуется распечатать короткие текстовые материалы для лучшего усвоения этого курса. Всего 22 страницы, они прилагаются к видео. На первом уроке мы с вами уже изучили людиковский алфавит, знаем, как произносить звуки. И в конце первого урока учимся здороваться и прощаться. Но обращаю ваше внимание, что форма приветствия и прощания зависит от числа собеседников. То есть одного человека или нескольких. То есть в единственном или во множественном числе. Продолжаем учиться в той же форме, в которой мы с вами учились на первом занятии. Я говорю фразу на русском языке, перевожу на людиковский, затем еще раз повторяю и оставляю паузу для того, чтобы вы могли повторить самостоятельно. Здравствуй. Тервехен. Тервехен. Здравствуйте. Тервехет тейле. Тервехет тейле. Можно сказать добрый день. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Как мы прощаемся? До свидания. Ole tervehen. Ole tervehen. Olga tervehet. Olga tervehet. Можно сказать просто всего хорошего. Hyväästi. Hyväästi. На этом первый урок закончился. Приступаем к изучению второго урока. Он достаточно длинный, поэтому будет разбит на две части, то есть будет два видео. Что же мы узнаем на этом втором уроке? Вы познакомитесь с личными местоимениями, научитесь о себе рассказывать, отвечая на 3 вопроса. Кто ты? Как ты говоришь, имеется в виду, на каком языке? И откуда ты? А также узнаете новые слова. Понятно, что новые слова нужно будет учить, но предлагаю их учить короткими осмысленными фразами. Так будет легче запомнить. Итак, личные местоимения. В единственном числе я, мина, мина, ты, шина, шина, он или она, hän, hän. Во множественном числе мы, мё, мё, вы, тё, тё, они, хё, хё. Кто ты? Кен sinä olet? Кен sinä olet? Я Маша. Minä olen Машой. Minä olen
Машей. Я Федя. Мина Олен Федей. Мина Олен Федей. Можно еще сказать «меня зовут Маша» или «меня зовут Федя». Таким образом. Миндай кучутау Машой. Миндай кучутау Машой. Миндай кучутау Федей. Миндай кучутау Федей. Кто он? Можно спросить также. Кен hän он? Кен hän он? Hän on Машой. Händay kutsutaan Машой. Händay kutsutaan Машой. Ken hän on? Он Федя. Его зовут Федя. Hän on Федей. Hän on Федей. Händay kutsutaan Федей. Händay kutsutaan Федей. Кто ты? Кен? Шина он. Мина Олен опастой. Я ученик. Мина Олен опастой. Я учитель. Мина Олен опастай. Мина Олен опастай. Кен hän он? Она ученица. Hän on opastui. Hän on opastui. Она учительница. Hän on opastai. Hän on opastai. Думаю, что вы помните, в карельском языке нет родов. Откуда ты? Куспия шина олет. Куспия шина олет. Ну, можно сказать, что я из Петрозаводска. Петрозаводск Петровской. Петровской. Мина Олен Петровской спия. Мина Олен Петровской спия. Можно сказать, я родилась в Петрозаводске. Мина Олен родисну Петровскойс. Мина Олен родисну Петровскойс. Некоторые географические названия. Карелия. Кардял. Кардял. Кондапага. Компогдь. Компогдь. Россия. Вена. Вена. Англия. Энгланди. Энгланди. Финляндия.
Suomi, Suomi, Германия, Сакс, Сакс. На вопрос «Откуда ты?» Кус пия шина олет, мина олен из Карелии. Мина олен Карделаспия. Карделаспия. Я из Финляндии. Мина олен Венаспия. Мина олен Венаспия. Я из Швеции. Мина олен Руачеспия. Мина олен Руачеспия. Я из Германии. Мина олен Саксаспия. Мина олен Саксаспия. На вопрос «Где ты?» Кус шина олет. Кус шина олет. Можно ответить так. Я в Карелии. Мина олен Карделас. Мина олен Карделас. Я в Кондопаге. Мина олен Компогдяс. Мина олен Компогдяс. Я в России. Мина олен Венас. Мина олен Венас. Я в Англии. Мина олен Энгландис. Мина олен Энгландис. Я в Финляндии. Мина олен Суамес. Мина олен Суамес. Я в Германии. Мина олен Саксас. Мина олен Саксас. И еще раз повторим. Я родилась или родился где-то. Мина олин родизну. Мина олин родизну. И, например, я родилась в Карелии. Мина олин родизну Карделас. Мина олин родизну Карделас. На этом первая часть второго урока заканчивается. Продолжение следует.